Как жаль, что интернет может передать столько эмоций и ярких красок, но не может передать замечательный аромат этого прекрасного блюда. Мы сегодня находимся на усадьбе Атласов, где проходит фестиваль ухи. Фестиваль ухи проходит в Якутске на усадьбе Атласовых уже в третий раз. Первый год проведения фестиваля участников было всего 4 команды, а в этот раз заявку подали сразу 13 команд. Среди участников есть как повара ресторанов, так и семьи и даже целая команда водителей. Повара лучшие ухи будут награждены ценными призами. Было принято решение совместно с нашими предпринимателями города Якутска проводить такой фестиваль ухи в рамках празднования Дня города. Поэтому ежегодно в субботу перед праздником Дня города, когда у нас в воскресенье проходит, мы проводим этот фестиваль ухи. На фестивале ухи не только проходит конкурс на лучшее блюдо, но и выставка мастеров рыбного дела. Здесь и жареные караси, и пирожки с рыбой, и пирог из рыбы. В общем, изобилие рыбных блюд. Гости стали собираться еще до начала старта конкурса участников, чтобы не только попробовать на вкус свежую уху, но и понаблюдать за процессом ее приготовления. Я очень заинтересован в том, чтобы понаблюдать все тут празднества, которые, как мне кажется, грозят быть очень интересными и веселыми, и вкусными. Уху каждый варит по своему тайному рецепту. Кто в кастрюле, кто в котлах, а некоторые прямо в ведрах. Варят уху из осетра, чира, карасей, кто во что горазд. Самое главное, чтобы рыба была выловлена именно в Якутии. Мне кажется, из карасей больше нравится. Ну, потому что якутская. Вообще наша рыба, она уникальная, сама по себе местная рыба. Любая рыба. В ней очень много минералов, витаминов, таких полезных для здоровья, особенно для роста, развития детей, да, для растущего организма ребенка. Очень полезный продукт. Сначала картошечка, лук, морковь, потом уже крупная рыба, затем помельче или наоборот. Здесь делают и так, и эдак. Самое главное – это готовить с душой. Ну, я думаю, что уха, как ее приготовить, она всегда будет вкусная, какой бы рыбы ни была бы. Ее надо готовить просто с душой, естественно, с таким желанием, вдохновением. Если ты любишь готовить, то она всегда будет хорошая. Был бы то карась, был бы то чир, была бы то семга, были бы то ёршики, не имеет значения. Главное вложить душу туда. Мы любим природу, часто выезжаем, поэтому уха у нас особого такого рецепта нету, поэтому как по семье, по-рыбацки, по природу готовим с осетра. Картошка, как обычно, морковь, лук. Уха вообще это семейное, такое выездное блюдо. Когда мы выезжаем на природу, мы всегда варим уху. В чем секрет вашей ухи? Ну, то, что мы готовим с семьей, с любовью. Уже вовсю кипят котлы, а над ними колдуют мастера рыбного искусства. Готовят как женщины, так и мужчины. Среди них есть единственная команда, которая состоит только из представителей сильной половины человечества. Это команда водителей автобазы администрации Якутска. Мужчины только сегодня утром вернулись с рыбалки и сразу же к костру. Сегодня же утром приехали и сразу сюда. Специально думали, ну, чтобы она была свежей, не в магазине, как обычно это делается. А у вас такая мужская команда, единственная здесь среди участников. Говорят, что вот мужчины готовят лучше всех, а вы как считаете? Я считаю, что это правда. Это на самом деле так. Ну, я, понимаете, всю жизнь мечтал быть поваром. Ну, не срослось что-то, да. Ну, ничего страшного, вот набираю здесь. Запах кипящего бульона разносился по всей усадьбе и дразнил гостей фестиваля. Солнце, природа и уха. Что может быть лучше? Логичное завершение любого фестиваля еды – это, конечно, для конкурсантов победа, а для нас, гостей, это дегустация. Пойдем пробовать уху. Надежда Ефимова, Джулстан Трофимов, ЕСЯ.